Всем привет, друзья! Сегодня хочется рассказать вам историю появления фонда, который основал Болат Назарбаев в 2016 году. Фонда, который помог многим казахстанцам и помогает до сих пор. Еще будучи простым работником совхоза, Болат Назарбаев старался помогать другим людям, считая это своим моральным долгом. В 2000-х годах, будучи достаточно известным в Алматинской области предпринимателем, он начал оказывать активную поддержку гражданам Казахстана, которые нуждались в срочной медицинской помощи, но, к сожалению, не имели средств на лечение. Кроме того, он начал ежемесячно выделять деньги на помощь детям-сиротам, поддерживать фольклорно-этнографические ансамбли и спонсировать различные общественные мероприятия. В частности, он неоднократно выступал спонсором таких праздничных мероприятий, которые были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2010 году случилось страшное событие – прорыв плотины в селе Кызылыгаш Алматинской области. Это событие очень тронуло Болата Абишевича. Среди всех общественных деятелей именно Болат Назарбаев оказал наибольшую помощь потерпевшим. Он построил 20 жилых домов для семей, которые пострадали от стихийного бедствия. Все это, а также желание помогать страждущим, побудило Болата Назарбаева в 2016-м основать общественный фонд. Чем же занимается сам фонд? Все очень просто. Поддерживает незащищенные слои населения, людей, которые пострадали от стихийных бедствий, больных, не имеющих финансовых средств на лечение, и, конечно же, детей-сирот. В 2017 году при поддержке фонда было построено 17 жилых домов в селе Шамалган для неимущих семей, а позже еще 75 домов было подключено к центральному водоснабжению и прочим коммуникациям. Вот в 2020 году фонд выделил 200 миллионов тенге пострадавшим от наводнения в Мактаральском районе и построил им 20 жилых домов. Все эти дома уже сданы, и там даже проживают семьи. Ранее также было направлено потерпевшим 20 тонн продуктов питания и по 100 тысяч тенге малообеспеченным семьям. 20 детей из пострадавших семей были отправлены в лагеря отдыха. В марте 2020 года фонд выделил 150 миллионов тенге на борьбу с пандемией коронавирус-19 и поддержку врачей Алматинской области. Также ежегодно фонд отправляет детей в детские лагеря, где могут отдохнуть не только воспитанники центра, но и ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Согласитесь, все это дает абсолютно точно право говорить о том, что Болат Назарбаев и его фонд делают благие дела для народа Казахстана. Всем привет, друзья! Сегодня хочется рассказать историю жизни такой личности, как Болат Абишевич Назарбаев. Хорошо известен этот человек многим благодаря своим добрым поступкам и делам. Кому-то известен этот человек как бизнесмен, кому-то как младший брат первого президента Казахстана. Давайте же разберемся, кто такой Назарбаев Болат. Это крупный бизнесмен, создатель социального фонда и в целом меценат. Назарбаев Болат – один из известнейших меценатов и бизнесменов Казахстана. Основал знаменитый общественный фонд еще в 2016 году. Родился 23 марта в 1953 году в Алматинской области, где, в принципе, проживает и сейчас. Ранние годы Болата Абишевича прошли в деревне Шамалган, в абсолютно простой семье. Отец и мать будущего предпринимателя трудились в совхозе. Так как парень был младшим сыном в многодетной семье, то по старому казахскому обычаю жил с отцом и матерью и помогал им по хозяйству. С детства проявлял большой интерес к сельскому хозяйству. Отец Назарбаева Абиш родился в 1903 году и дожил до 68 лет. Мама Альжан, родом из Кардайского района, родилась в 1910 году. Отец Альжан был муллой, поэтому мать с детства приучила отпрыска любить религию и помогать всем нуждающимся. Альжан умерла в возрасте 67 лет. В 8 лет будущий меценат отправился в школу, где учился прилежно. Затем поступил в Шамалганское ПТУ обучаться специальности механизатора. Позже его призвали на службу в армию, где за 2 года молодой призывник советской армии удостоился 2 наградных знаков за отличие
и доблестное несение службы. По приходу из армии Балат Абишевич вернулся в родную деревню и устроился в местный совхоз на должность механика. Там он проработал около 17 лет, пройдя полный путь от рядового механика до заместителя директора. За высокие показатели в работе был нередко награжден различными грамотами. После увольнения совхоза в течение года был заместителем директора Каскеленского хлебного завода. А в 1989-м будущий меценат уволился с завода, так как решил попробовать себя в роли предпринимателя, заняться подготовкой и продажей шкур малого рогатого скота. За 3 года Балат Назарбаев показал себя практичным и дальновидным бизнесменом, который умеет работать именно на результат. Это позволило сделать следующий шаг по карьерной лестнице – стать одним из руководителей крупной аграрной компании. Позже Балат Назарбаев создает собственную инвестиционную компанию, которая работает и на сегодняшний день. Спустя 3 года он окончил университет Фемида, где получил специальность юриста, то есть всю свою жизнь не только работал, но и продолжал получать образование. В 2010 году, после страшной трагедии, которая произошла в Кызылгаше, предприниматель выделил финансовые средства на постройку 20 жилых домов для потерпевших жителей села. Мне кажется, что именно эта трагедия плюс воспитание с детства и стали основой для образования общественного фонда, который до сих пор помогает большому числу жителей Казахстана. Фонд регулярно выделяет деньги соотечественникам, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, но не имеют своих средств. Активно поддерживает многодетные семьи, сирот, инвалидов, спортсменов и народные ансамбли Алматинской области. На деньги фонда Балата Назарбаева содержится медресе Ушканыр, а также центр для сирот и детей из многодетных и неблагополучных семей. На данный момент там находится около 70 учеников. В 2017 фонд выделил деньги на постройку 17 домов в родной деревне Шамалган. И еще в 75 домов провели водопровод и интернет. А весной 2020 года, во время пандемии коронавирус-19, фонд выделил 150 миллионов тенге в помощь медработникам. Также в 2020 фонд выделил 200 миллионов тенге и построил 20 домов жителям Туркестанской области, которые пострадали от прорыва плотины в Узбекистане. За свою жизнь Балат Абишевич был удостоен также наград, например, почетный житель Алматинской области и Карасайского района, награды в честь 20 и 25-летия независимости Республики Казахстан. И Парасат – это орден, которым награждаются самые выдающиеся жители Казахстана, именно за свою благотворительность и добрые дела. Мне кажется, что такой человек, как Балат Назарбаев, достоин того, чтобы о нем говорили, и говорили хорошее, ведь очень многим людям он помог и делал это искренне, не требуя ничего взамен. Мне кажется, таких людей должно быть больше, и тогда все люди станут намного счастливее. Так что смотрите видеоролики о жизни Балата Назарбаева на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно делитесь своим мнением, что вы думаете об этом замечательном, добром меценате, о Балате Абишевиче Назарбаеве.